63, самая народная. После выстрела отмечаем, на какую глубину зашла дробина. Патрон взяли, теперь берем азот практик. Также навеска 32 грамм, патронник 70 мм, калибр 12, чок, полный чок, ствол, насадка. Стрелок сам участвует в замене мишени, чтобы не было подтусовки. И случайно выбранный Вадим. Судейство у нас занимаются сами стрелки. О, попадание есть, да? Круг, убойный круг. 4, да? По утке, например. Попали. 4 дробин попали. Круг. Ага. Неплохая осыпь. Это какой патрон-то был? Азот. Азот. И, ну-ка, резкость боя какая. Осыпь лучше стала, чем это главпатрон. Осыпь лучше. Ага, осыпь лучше, чем главпатрон. Азота, да? Азота, да. И сейчас Нюргун измерит резкость боя, глубина проникновения дроби, сухую сосновую доску, согласно стандарту. 7,5 мм. Возле каждой пробоины Нюргун отмечает глубину проникновения дроби. 7,5 мм. Четыре с половиной миллиметра. Стрелки выбраны случайно по социальным сетям, по объявлениям, на форуме охота рыбалка, в группах BNA, WhatsApp. Поэтому никакой подтасовки, никаких заинтересованных лиц здесь нету. Все случайные люди. Так, следующий патрон Safari Professional. Также навеска 32 грамма. Длина гильзы 70 мм, дробь номер 3. Все скрывают совершенно новую упаковку. Safari Professional. Навеской 32 грамма, дробь номер 3. Запечатано насмерть. Насмерть, да? Safari очень следят за своим качеством и запечатывают, оказывается, насмерть, наглухо. Без ножа не обойтись. А практик и главпатрон мы открыли с помощью ногтей. Говорят, третий патрон это какой? Safari был? Safari, да? Осыпь не очень, да? Или лучше? Ну, хуже, чем у азота была. Хуже, чем у азота осыпь. Так, посчитаем. Все целимся в центр. Резкость боя измеряет Нюргун штангенциркулем. Посмотри. Первая дробина 6,5. Первая дробина 6,5 мм. Трудно хочешь называется, да? Элит называется. SKM Industry Elite. Также контейнерные, дробь 32 грамма, дробь номер 3, патронник 70 мм. Насадка чок. Один выстрел. В продольной мишени зерно, оказывается, идет инструкция, в которой указано, как проводить объективную проверку резкости и осыпи. Осыпи же, да? Осыпи. Да. Осыпи патрона. Напущенность, резкость, постоянство боя. Получается здесь. Есть инструкция, оказывается. А что СКМ такой славит? Умножение амбасты гамора. Алексей удивлен, почему СКМ такой, это гринписовский. 5,3.
Немножко погладил утку улетела. Она тряхнется. Тряхнется и улетит утка. Ладно, СКМ патрон. Резкость. Способ хороший, но резкость не очень. Теперь Феттер Хантинг картриджес. Ну, картриджес, ага. Это какие патроны? Это у нас Феттер. Феттер. 9,5 даже миллиметров. 11 11 миллиметров. Ничего себе. Резко. Патроны Северный охотник. Не, северная звезда. Да, Северная звезда. Это что производство? Производство что? Изготовлено в России. Только в России написано, что ли? А, тоже это дроболитейный завод Феттер. 32 грамма. Контейнерный. Дробь тройка. Алексей Рудых. Последний выстрел. Патрон Северный охотник. Алексей. Патрон, главпатрон. Ружье МЦ-2. Алексей Зырянов. Берет второй патрон. Азот. Азот практик. Единственный патрон, где написано навеска пороха. Очень честные производители, кажется. А остальные не написали. Мизан. Алексей Зырянов принес мишень. Отстрел из МЦ-2112, патрон Азот. Где особь-то? Не видно я. А вот. Ага. Неплохая куча, да? О, много попало же. Вон, центр. Ага. Выра, давай. Выра. Алексей Зырянов берет патрон СКМ. СКМ Элит. Ружье МЦ-2112. И возле нас лежит Курсхар, который помочился на наши доски. О, Алексей Зырянов берет патрон Феттер. Ружье МЦ-21 12 82 года выпуска. И нас поддерживает Курсхар, который любит наши доски. Курсхар не боится охотничьих собак и не боится выстрела. Нургун Савинов. Ружье Бенелли Комфорт. Длина ствола 12 ствола 76. 760 миллиметров. Инерционный механизм. Берет патрон главпатрон. 32 грамма. Стрельба с упора. Дистанция 35 метров. Патроны Азот 32 грамма. Азот практик. Ружье Бенелли Комфорт. Длина ствола 760 миллиметров. Инерционный механизм. Ага. Итак, Нургун Савинов, патрон Safari Professional. КМ СКМ. Элит. 32 грамма. Дроп номер 3. Ружье Бенелли Комфорт. Патроны Феттер. 32 грамма. Ну, дроп номер 3. Северная звезда. Звезда. Тройка. Ружье Бенелли Комфорт. Патрон тройка, навеска 32, Дроп тройка. дробь тройка. Ружье какое? Береты есть, да? 760 160. миллиметров. Инерционный механизм, да? Инерционка. Берет-то инерционный механизм. 760 миллиметров длина ствола. Стрелок Вадим Винокуров.
Расстояние 35 метров до мишени. Мишень судульная зернова. Патроны азот. Практик. Сафари стандарт. Контейнер. Навеска 32 грамма. Дроби номер 3. Длина гильзы 70 миллиметров. Ружье Беретта. Насадка Чок. Длина ствола 760. Расстояние до цели 35 метров. Патроны СКМ Элит. Дробь номер 3, навеска 32 грамма. Контейнерные. Длина гильзы 70 миллиметров. Патроны Феттер. Патрон Северная звезда. Ружье Беретта. Чок. Спустя 4 часа отстрела мы приступили к подсчету результатов по таблице, прилагаемой к мишени Зернова. Оцениваем кучность. Хота Вадим Чуил Барбла. Статистика нахуй Барбла. Обрануть. Меня не напряг там. Напряг. Хорошо, что у нас, говорю, Вадим есть. Мы мозги сильно не напрягаем, да? Только наблюдаем. Морально. И Нюргун хорошо, что есть. Трафарет утки нарисовали, кряква. Соответственно, размером кряквы по центру идет крест, который складывается на крест мишени. Аккурат, да? И убойное место считаем. Сколько дроби попало в утку, крякву? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Например, 11 попало Беретта. 11. 11 дроби попало в корпус кряквы, сидящей на воде. Это Беретта. Патрон Северная звезда. 20-30. Ребята подсчитывают результаты по тушке кряквы сидячей. Сколько дробин попало из каждого патрона по каждому ружью? 43, 54. Трафарет утки у нас лежит здесь, на мишенях. Это трафарет кряквы, 54. соответствует размер. 64, да? 16, 30, 41, 64. Количество попаданий по силуэту утки лидирует МЦ-2112. 82 года выпуска. Хозяин Алексей, Намский район. 64 попадания. Потом кто идет? Так, потом Беретта. 55 попаданий Ага. в силуэт утки. Беретта Вадима. Недавно купленная. Еще кто? Дальше МР-153. Ага, 54 неплохо. попадания. И Бенелли еще в последнюю очередь. Как так-то? По попадание по корпусу сидящей утки кряквы. Как раз кряква, оказывается, здесь нарисована на скате этих хороших, да? Ага. Ну, Кто лидирует патрон Северная звезда. Северная звезда. 48 попаданий дробин из 4 ружей. Да? Ага. Так, на втором месте, значит, патрон Азов. 44 попадания. И на третьем месте Сафари патрон. 38 попаданий. Аутсайдер кто? Аутсайдер, глав патрон. 28 попаданий. Вадим, расскажите нам про кучность. Так, тут вывели среднюю кучность по патрону, получается, по 4 оружиям: МЦ, МР, Бенелли, Беретта. То есть прибавили, да, разделили на сколько, на количество оружий, на 4 ружья. Получилось вот так вот. Аутсайдером 5 получился у нас главпатрон. Все перечислили, пожалуйста. Так, Северная звезда, средняя кучность 69%, Азот 63%, Феттер 72%, СКМ 72,5%, Сафари 75,5%, главпатрон 51,2%. Кто первое место занял? Первое место у нас получается Сафари, аутсайдер
главпатрон. Второе место кто? Первое место именно бадитянец. Первое место у нас Сафари, второе место СКМ, третье место Феттер, четвертое место Азот, Северная Звезда, пятое Азот и шестое место. СКМ. Нет, главпатрон. А там что такое? Тут у нас кучность по оружию. Первое место по кучности МЦ 69,3. Напиши первое. Первое по кучности. Бинелли второе. Беретта третье. МР четвертое. О, МР четвертое. Расскажите нам про резкость боя по патронам. Патроны у нас получается Первое место кто? первое место у нас занял Феттер 8 одинаково? и СКМ. Первое место. У них одинаковое. Потом второе место у них получилось Северная Звезда. Второе. И третье место Сафари. Четвертое место Азот. И у нас опять же получается аутсайдером главпатрон. А по резкости боя оружия повторите, пожалуйста. По резкости боя оружия, Разными патронами, да? да, разными патронами мы вывели среднюю глубину проникновения дробины. Это номер 3. У всех у них навеска 32 грамма. И получается у нас первое место заняла Бинелли. У него получилось проникновение среднее 9,2 миллиметра. Это в доску. Потом второе место по резкости боя заняла Беретта. У нее проникновение на доску 7,9 миллиметров. Третье место МЦ 7,6 миллиметров. И четвертое место заняла МР 153. У него проникновение на доску 6,7 миллиметров. Спасибо. СКМ по средней кучности и резкости боя первое место. СКМ первое место по средней кучности. Нет, в общем, по средней кучности и резкости боя получается на первом месте СКМ. Потом, Аграгру. Влад. Ага. Антон? Второе место разделяют у нас Феттер и Сафари. Феттер и Сафари разделяют. Да. Ага. Четвертое место Азот. Азот. Третье место Северная Звезда. Пятое место главпатрон. О, аутсайдер. Проходит так, да, он ее может и китон ресми. О, это и кетинг, это просто минимальный накод, например, 1 плюс 2, 3 воды. То есть ближе к нулю хаяман. Ну, например, 1 плюс 3, это уже 4. Это уже второе место. Да, молодец. Oh.